У Гомелі раскрыта чарговая схема махлярства. Ахвяра – кур'ер. У міліцыю звярнуўся 43-гадовы жыхар абласнога цэнтра. Злаўмыснікі пад выглядам супрацоўнікаў Белпошты выманілі ў яго код з мабільнага паведамлення. Затым на сувязь выйшла нібыта супрацоўніца аддзела кібербяспекі. Яна запалохала мужчыну тым, што з яго рахунку адпраўлены перавод злачынцу, які знаходзіцца ў вышуку. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Девушка попросила снять все наличные. Их надо вернуть, чтобы передали в Минск. И обратно закинули, на счет Центрального банка. Тогда кредит будет погашен. Сказала, что инкассатор будет в гражданском. Соответственно, сказала пароль, который мужчина должен подойти назвать. И он подошел, я передал ему деньги. Затрыманы 58-гадовы жыхар Будакашылёўскага района. Раней мужчына сам пацярпеў ад дзеянняў махляроў и передал им 37 тысяч рублей. Мне назначили точку, где встретимся. Встретился, передали мне пакет. На камеру пересчитывал то, что там деньги были в этом пакете, что мне передали. Свои деньги пересчитал, все это запаковал. Прошли выходные, сказали, опять человек будет, курьер от Нацбанка. Я его дождался, он мне передал пакет, я шел, подходил уже к машине, меня взяли сотрудники. Узбуджана крымінальная справа. Праваахоўнікі нагадваюць, калі невядомыя асобы па тэлефоне патрабуюць здзяйсняць нейкія маніпуляцыі з фінансамі, трэба адразу звярнуцца ў міліцыю.